Ингушетия – горный край, край сильных духом и волевых людей. Сегодня мы расскажем о тех, кто воплощает в себе эту силу, но не на поле брани, а на ринге, где сражаются не только кулаками, но и умом. Первенство России по шах-боксу закончилось триумфом для ингушских спортсменов. Магомед Бабхоев и Умар Цароев стали новыми чемпионами страны, а Элиас Баркинхоев – заслуженный призер. В студии герои этого триумфа, а также руководитель Федерации шах-бокса Ингушетии Ваха Харунович Баркинхоев. О том, как интеллект и сила достигают вершин, узнаем прямо сейчас в эфире программы «Интервью с чемпионом». С вами Зелимхан Калоев. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Приветствую вас в нашей студии. Поздравляю вас с блестящими данными. Мы видим, что результат у нас уже налицо, можно сказать. Скажите, как проходили вообще соревнования, как долго готовились? Ассаламу алейкум. 20 по 24 на чемпионате первенства России мы готовились 1,5 месяца на этот чемпионат. У нас есть собранная федерация, сейчас молодой федерация шах-бокса республики. Активно развивается молодой спорт, даже в России 2020 года известный шах-бокс. А у нас в регионе с 2020 года федерация сейчас, как давно была? Сейчас только мы 1,5 месяца назад уже составили шах-бокс, и меня выбрали. А вот вас выбрали, получается, президентом федерации, да? Чувствуете ли вы эту ответственность? Мы видим, что уже первые результаты есть. Расскажите о результатах своих подопечных. Впервые Россия выехала на чемпионат России по шах-боксу. Можно сказать, я как в качестве первый раз выехал как президент Федерации шах-бокса Ингушетии. И достойный результат. Бабхоев Магомед и Умар Цароев. Умар Цароев ранее выиграл финалистом на чемпионате мира в Ереване. И Элиас тоже в Ереване вторым стал. Это уже стимул нашей республики. Шах-бокс. Бокс, все мы знаем, бокс развитый в нашей республике. А шахматы потихоньку развиваемся. И у нас есть хорошие перспективные тренера, которые могут работать по шахмату. И федерация мы уже собрали и общаемся с тренерами, собираемся, делаем выводы, команду собираем. В дальнейшем будем работать с шахматами в любом случае. Мы уже нашли место. Федерация шах-бокса в Магасе будет. И будем недели один раз совещаться. К любому чемпионату будем готовы. На чемпионате с 20 по 24, который проходивший в Москве, на чемпионате России представляли 32 регионов нашей страны, и в том числе наша республика. У нас в команде 4 спортсмена, и только моментом по судейскому по шахмату проиграл наш Мержоев, очень хороший, перспективный парень 2013 года. Самые молодые спортсмены сейчас Магомед Бабхоев, Цароев Умар 2013 года. Со сборными олимпийскими видами спорта они не уходят в следующем году. Им будет по боксу выходить на сборные. Элиас выходил со старшей юношей, он боксировал по боксу. Призовые места по боксу представлял нашу республику. И сейчас молодой вид спорта, довольно развивающийся. И я думаю, что в дальнейшем будущем мы хорошую команду, и у нас будет на чемпионате мира, на чемпионате России полная команда, 10, как обычно, 10 весовых категорий. Еще раз поздравляю вас с победой. Расскажите, насколько сложными были соревнования для вас? Волновались ли вы и вообще что сейчас чувствуете? Довольны результатом? Результатом довольны. Соперники были сложными. Первый соперник был представителем Москвы. Он был хорош в боксе,
В боксе я его выиграл за явным преимуществом. Второй соперник был с Ленинградской области. Он был очень хорош в шахматах. Его тоже в боксе досрочно выиграли. В шахматах он, когда оставалось 2-3 секунды, чуть не поставил мата. Время уж вышло, в ринг зашли, в ринге за явным преимуществом выиграли. Вот сложно сосредоточиться и на боксе, и на шахматах. Как это получается вообще? Сложно. Когда в боксе дерешься, на шахматах вообще не думаешь. Когда в шахматы, в боксе сосредоточиться не можешь. Были ли моменты, когда во время вот соревнований, когда у тебя возникали сомнения, а справлюсь ли я, смогу ли я дойти вот до первого места, стать чемпионом? В этом финальном поединке, в раунде шахмат, в конце, когда он чуть мат не поставил, тогда очень сильно переживал. Засомневался, да, насчет победы? Потом время вышло, в ринг зашли, в ринге за явным преимуществом выиграл. Умар, расскажи, как прошли для тебя соревнования? Мы знаем, что есть также вот, кубок, первое место. Сложно было? Давно ли ты готовился? Как проходили вообще тренировки, подготовка? Подготовка была даже интересной. В плане бокса она не отличалась от наших постоянных тренировочных процессов. На шахматах надо было подтягиваться, нужно было учить разные комбинации и быть внимательным. Но подготовка не развивает только силу, но и ум. Мы знаем, что шах-бокс – это уникальное сочетание интеллекта и силы. А вообще, насколько важна эта стратегия не только на шахматной доске, но и во время поединка? Да, тут нельзя надеяться только на силу. Тут нужно еще на 2-3 шага вперед продумывать. Этим интереснее шах-бокс. В шахматах я стараюсь не допускать грубых ошибок, а в боксе нокаутировать соперника. Это первые твои соревнования, в которых ты принимал участие подобного формата? Вот давай сначала расскажем, как проходили вот эти последние, сколько было поединков, как удалось вообще добиться вот этого первого места, а потом перейдем к тому, в каких соревнованиях ты еще участвовал. Я провел 2 боя. Первый бой у меня был с татарстанцем. Вот его шахматом мат поставил. Второй бой из Ленинградской области, его выиграл по боксу. Что легче все-таки дается, шахматы или бокс? Или и то, Бокс и другое? дается. Бокс, да? Да. Угу. А дальше потом, после жителей Татарстана, кто еще, с кем еще боксировал? Из Ленинградской области. Его идеальное преимущество выиграл. И всего только 2 поединка было, да? Да. До первого места. Угу. А скажи, до этого в каких соревнованиях еще принимали участие? Еще я участвовал в чемпионате мира в Ереване. Там тоже 2 поединка провел и вторым стал. Также Илез у нас стал заслуженным призером на соревнованиях. Илез, расскажи, как вообще проходили соревнования, сложно ли было? Поделись эмоциями своими. خلر سنوانش اشت перу это баланс чисто шама табан сишерс ишт бок перу бой удосроч твора сайслатар авахраз перраунд واشترى ور бокса шам задикал шанар шамата матохтер штишерс. То есть вот в этом сыграло больше то, что вот больше шахматы, да, все-таки шахматы. подвели. Вот, физически подготовлен был спортсмен, но как-то вот если как-то не рассчитал на этой доске, все-таки получается проигрываешь, да, в этом моменте? Конечно. Шах-бокс, и, как ребята сказали, не так уж важна сила. Тут в первую очередь развивается очень феноменальный подразделение. Почему? Потому что там нужно ходы, по шахматам нужно разные комбинации придумать. И там дается достаточно 3 минуты только на время. За это время ты можешь по очкам и по баллам проиграть. Поэтому тут развивает ум, самый интеллектуальный спорт. Ребята показали достойный результат, представляли нашу республику и добились на 3 весовых категориях на чемпионате мира, который пройдет во Франции. Вахах Харунович, расскажите, где вообще проходят тренировки спортсменов, где готовят спортсменов, которые и в интеллекте там побеждают, и
показывают отличные силовые показатели. В городе Магасе Центр прогресс бокса имени заслуженного мастера спорта Ислама Тимурзиева. По боксу у нас проходили тренировки, и мы намерены уже сейчас делаем выводы, где будет по шахмату. Мы намерены провести здесь в Магасе зал по шахмату. И с тренерами мы общаемся, вот их готовили наши тренера. Тимур Гадабуршев, хороший мастер спорта, и с названием Балаев Осман. Их подготовили вот эти по шахмату, а так в нашем центре, включая меня, с нашими тренерами, готовили наших спортсменов и показали следующий результат. Результаты действительно отличные. Скажите, пожалуйста, помимо шах-бокса, ребята параллельно также в чисто обычном боксе могут принимать участие? Принимают ли вообще участие в таких соревнованиях, помимо шах-бокса? Конечно. И сейчас вот оба три разные весовые категории разных возрастов. Это средний юноши и старший юноши. Илез третьим стал на СКФУ финалистом на чемпионате республики по старшим юношам. Этот старшие юноши очень в нашей республике очень перспективные ребята. Каждый тренер работает. Но мы должны, несмотря на этот бокс ударный, все мы любим ударный. Я то же самое всю свою жизнь, сознательную жизнь занимался с боксом и преподавал вот этот вид спорта. И сейчас мне стало интересно, вот, почему? Потому что тут развивает ум. Ребятам тоже интересно вот эти комбинации, стратегии, умственной развитости, это процветание в любом случае нашей республики. А что стало залогом успеха вот на этих соревнованиях? Все-таки хорошие результаты, тем более вы говорили, что и до этого принимали участие в прошлом году. В прошлом году у нас тоже были первые места, как я понял, да, на чемпионате мира. В прошлом году у нас проходил международный турнир, оттуда у нас был допуск на чемпионате мира. Еще у нас был Хабриев, участвовал по болезни, дал Маша Лулцин, Дикзам Сагу. Что заниматься, да еще от момента халырц, какие двигаться проблемы уж. Вот с Бахандолж на чемпионат России это балансирован. Цен металли и задия цирой Умар результат якор. Докук анькиш боевой федерация хашбул безм болж васак дивна с федерацией Охайей вице-президент жбы старший тренер жбы сбоку да хабы дальше андалия развивать такие змотики ханелч в республике духушнаха хозахет сбоку ханелч хакл цани из дуздан тулундяры сбоку мотики. Со сборной Маалар Цуир баш дукнах бивой с Керт Федерации. Федерация, я суцани бог беж ханз общаться даже вашк бетлуж совещание проходить же ца бориться гутро вашкита. Сохорж чхана цеек ихна мотиге по шахматам хан болж банах больш так бокса центр юлиндер бокса результаты здесь сагенкиш болиндер что цеек на мир международный турнир Ауадак лацангер соцсети муколж вацер руководитель отян цеек харжа мотикаларсун сабезм болибити хажу соцсети так алхамдулилlah результат ханат руководство федерации Российской Федерации чог военца улка баркал олжбар и правительство республики ханзи бог и ваш бела поддержать уже молодой федерации МИС, но каждого барбарики хаваш божлат уже так Кавказский федеральный СКФО курировать и с богу то был абсун руководитель федерации ВОЗ цу тадлатсун стах дал эндали СКФО хатуху геве
соревнований СКФО в республике, СКФО егевей далши андалия. Бұл ил негетехта намерениехта дикчамде. Магомед, расскажите, как долго вы готовились? Мы ранее даже отмечали, подготовка как велась? Кто тренировал вас? И вообще, кто вообще первым научил играть там? Ты научился играть в шахматы первым делом или же все-таки заниматься боксом? С 4 лет я занимаюсь боксом, шахматом. Я так по ходу дела научился играть. Дедушка меня научил. Тренер мой по шахматам Осман Балаев, по боксу Аушу Ахмед. Шахматами я начал увлекаться еще с детства. Заниматься я начал 1,5 месяца назад. Османом Балаевым он преподает, сам он является КМСом по шахматам. А боксом тренер у меня является Аушу Ахмед. Он тренирует меня с 4 лет. Какие планы на будущее? Какие цели? Цели на будущее. Сейчас в Франции должен прийти чемпионат мира. На него будем усердно готовиться. Надо подтянуть хорошо шахматы. Умар, а ты вот первым в шахматы все-таки научился играть или заниматься боксом? Первый научился боксом. Шахматы я увлекся недавно. Отец меня научил. И потом, когда я узнал, что существует спорт как шахбокс, я начал заниматься с Анзором Гадабошевым. Вот, он меня так чуть-чуть подтянул, а бокс у меня тренер Аслан Аздоев. Вот, с ним я тренируюсь. Вот между перерывами, между боем и шахматными вот этими стратегиями сложно бывает сосредоточиться на самой игре в шахматы? Нет, не Перестраиваться бывает. сложно бывает? Из одного режима в другой режим? Не бывает. Не сложно, да, бывает? И какие планы у тебя в дальнейшем? Буду усердно тренироваться, чтобы выиграть золотые медали для нашей республики. Это меня очень сильно мотивирует. А сколько еще у тебя за плечами наград? Какие триумфы были до этого? По боксу? Да, и по боксу, и, может быть, если другими спортом занимаешься, другим спортом. Я не помню по боксу сколько. Много, да? То есть запутался уже. Все, отлично. И, Ильяс, расскажи больше тоже о себе. Ты давно пришел в шахматы, в бокс? Как удается сочетать вот это все? Шахматы я научился не так давно, притык с первенства России. Боксом я занимаюсь с детства. А скажи, какие у тебя планы, цели на будущее? Что планируешь? Я уже отобрался на первенство мира и буду участвовать там. То есть уже будешь и шахматы, да, подтягивать больше? Да. Все, отлично. Ваха Харунович, скажите, пожалуйста, планируется ли у нас в регионе проведение каких-то региональных соревнований? Проявляют ли молодые люди, подрастающее поколение, да и взрослые интерес к этому виду спорта, шахбоксу? Недавно до выезда на чемпионате России мы разговаривали насчет Министерства спорта, руководитель Министерства спорта Республики Ингушетия-Балхарой Руслан. Руслан все виды спорта поддерживает, не олимпийские виды спорта. Сам он является борцом, он поддерживает все спорты и поддерживает в целом спорт республики. И я ему преподнес вот так, и хочу региональный турнир, чтобы оттуда скачок был, чтобы люди узнали, что является такой же вид спорта. Не так уж бокс и шахматы можно там поиграть. Если шахматы выиграешь, дальше по боксу можно участвовать. Вот такие объяснил. Ему тоже интересно было. И он поддержал меня в этом вопросе. И в дальнейшем сейчас будем готовиться к проведению межрегиональный или северокавказский такой турнир, масштабный турнир проведен в республике, иншаллах. И привлечем наших спортсменов в эту федерацию. Как вы оцениваете вообще перспективу развития этого вида спорта в нашей республике? Встречаются ли какие-то сложности? Сложности в любом спорте бывают. В любом случае мы будем преодолевать вот эти сложности и будем работать
Интересно, тренера мне звонят, как можно участвовать, звонят наши многие Северного Кавказа тренера, как можно участвовать на мир, на России. Поэтому меня назначили курировать СКФО по шахбоксу. Поэтому будем проводить турниры региональные и по СКФО. Будем отбирать на чемпионаты страны в дальнейшем. В нашем республике будем проводить СКФО по шахбоксу. Мы знаем, что наших ребят также отметили недавно и наградили юбилейными медалями. Первый вице-премьер Ингушетии отметил. Насколько важно вот это мнение, как поддерживают вас власти Ингушетии? Магомед Евлоев приехал, ребятам поощрили и наградили юбилейными самый молодой спортсмен, который является юбилейной медаль. Которым вручается юбилейная медаль. И очень приятно было вот это видеть наши власти республики. Власти республики делается со своей стороны Министерство спорта в лице Руслана Белхароева все возможные для поддержания спорта старается поддержать. Чисто сейчас мы молодой федерация шахбокса республики, он нас принял, поддержал и в дальнейшем будет поддерживать на чемпионате мира. Он сказал, министр спорта, что поддержит за счет Министерства спорта. Так, что глава республики, что администрация Баргвей Нурсон, что мохтик яхка положение она, мохтик хлыр, глава мэра Волжвол. Тимурзиев Муса, что поздравить театру, так Мухаммад Ализ, то поздравить бор, ищу Ахама Мола, должен Ахама Хал, и на чемпионат мир сборной Дабух Шмети, он услышал должен, что Бог мотики гелуш, что поддержки школе в республике, Бейр Калии в республике, Сихалдах, Укишнага. Проблем хугиан хедетсон, да, лендали. Из олимпийский вид спорта, цик хайое, цик олимпиада лата на хобы, результат жди на хобы, ханс на мир, коса уджой, да, лендали. Оками илмигитха, каждой весовой категории перемотигях. Так, тхоны поддержки же, цигич масханы уже ханс уняка, бабхою акроматы ажутся нож. Хаважу лик поддержки этому всегда дахач встретить даже дадулхуш бог мотигей так хансуз ифтар юлуч мети полностью шин хамхатица кигишнаха пошлит де парчив алаудинахжу сдерик хамшин хатица из масхана тон поддержки шаважу татейпен вошвас цу чо оляцап в дальнейшем дал эндали что поддержка лчи в республике на сидах кыш регионе мировой мехтедавук илнигитыкка. Дальше это Бахлучин, да, еще раз поздравляю наших юных спортсменов с триумфом очередным. Дальше это Бахлучин. На этом, к сожалению, эфирное время наше подходит к концу. Это была программа «Интервью с чемпионом». Всего доброго и до встречи в эфире.